Во многих местах есть подобные памятники. Так жители признаются в любви своему городу. Но куда приехала я, сегодня отгадают не все. Вот вы сможете? Я люблю Уфу. Уфа! Уфа – столица Республики Башкортостан. Говорят, что это самый просторный город-миллионник. На одного жителя приходится примерно 700 квадратных метров земли. А еще здесь почти нет небоскребов, потому что построен этот город на карстовых пещерах, и строительство высоких зданий небезопасно. Может быть, поэтому Уфа кажется такой легкой, и в ней так свободно дышится. Вообще, любовь местных жителей к своему городу – не пустые слова. Вот знаменитая соборная мечеть. И в годы репрессий, и во время войны она оставалась действующей. Горожане всегда отстаивали свои святыни, не давая их разрушить. Герои этих мест и правда могут похвастаться силой как духовной, так и физической. Вот посмотрите, это Салават Юлаев, сподвижник Емельяна Пугачева. Но что не менее важно, поэт-импровизатор и музыкант. А еще он великий хоккеист. Так шутят уфимцы, ведь именно именем Юлаева назван хоккейный клуб. А еще есть проспект, улица и район имени Салавата Юлаева. Но не только знаменитых героев чествуют в Уфе. Вот посмотрите, маленький человек, дворник, но его труд тоже заслуживает памятника. А еще здесь помнят историю большого таланта. Историю, которая началась в Уфе. Догадались, о ком я? Здесь начался творческий путь знаменитого артиста балета Рудольфа Нуреева. Балет, наверное, один из самых красивых и самых тернистых видов искусства. Одни только эти пуанты чего стоят. Рудольф Нуреев – артист балета, мировая звезда. Влюбился он в балет здесь, в Уфе, а по-настоящему известным стал на Западе. В 1961 году во время гастролей в Париже он попросил политического убежища, став первым советским невозвращенцем. И все-таки сам Нуреев называл себя человеком мира и до последних дней тосковал по родине. А здесь, в Башкирии, он со временем стал настоящей легендой. В классах, в которых когда-то начинал молодой Рудольф, все осталось почти так же, как полвека назад. Кстати, когда-то я и сама мечтала стать балериной, так что просто не могла отказать себе в удовольствии представить, как бы сложилась моя жизнь, будь все немного иначе. Плечики опускаем, шейку вытягиваем, да, и подтягиваемся. Вот, сейчас красиво, да, вот так подтягиваемся. Попу в себя, желудок в себя, а плечи вниз. Олеся, не горбись. Куда горбы твои? Ой, Галина Георгиевна, я, честно говоря, всегда страдала, когда занималась танцами в свое время. Именно от того, что здесь в себя, там в себя, это опустить, там поднять. Еще и надо расслабленным быть и улыбаться. Да, да, чтобы было легко, чтобы зритель смотрел и получал удовольствие. Галина Георгиевна, скажите, какими навыками должен обладать артист балета, чтобы быть успешным? Для того, чтобы стать артистом балета, нужно закончить хореографическое училище. Это не меньше 8 лет обучения. После этого нужно еще найти в себе силы, характер, чтобы добиться того, чтобы тебя приняли в балетную труппу. И потом уже, придя в театр, нужно, не покладая рук и всего своего организма, да, и всех своих сил, каждый день трудиться, каждый день, не переставая, потому что наши балетные данные, которые нужны в нашей профессии, они развиваются, и каждодневный труд приносит результаты. А какие данные необходимы? Ну, прежде всего, это фанатичное трудолюбие. Фанатично, но при этом должны быть подъем, выворотность, красивые формы
пропорции, то есть удлиненный, специальный, чтобы была маленькая голова, чтобы был человек координированный, чтобы человек был музыкальный, чтобы человек был одухотворенный и при этом фанатичный и трудолюбие. Вот такое должно быть сочетание личностных качеств и физических данных. Ох, сколько слез я пролила в детстве из-за того, что у меня не было того самого пресловутого подъема. Подъем – это наша стопа, которая от ахилла, вот здесь свод, должна быть даже огромная горка. Вот вытягивайте, и вот я рукой показываю, такая гора должна Как быть. должно быть? Должно быть. Вот это называется подъем. Но это природа. Природа. У кого-то есть красивые голубые глаза, у кого-то есть красивый большой подъем. Это, как говорится, от нас не зависит. Я помню, как я сидела, знаете, вот так на диванчик садилась и вот так на своих ножках сидела, чтобы Да. Но увеличить бывает, подъем. допустим, что подъем можно развить, но все равно он должен присутствовать. Против природы не пойдешь. Не попрешь. Вот Да, у меня. природа. Что касается выворотности. Если зрители помнят, как Чарли Чаплин ходил, да, для нас это норма. Чем выворотнее, тем лучше. Вот это выворотность. Каждый день мы встаем к станку, как в первом классе, выворачиваем свои ноги, занимаемся медленно, развиваем свои данные, прорабатываем это каждый день. После этого небольшой перерыв и репетиции. Если идет впереди спектакль, то текущего спектакля репетиции. Каждый день есть репетиции. Ой, с ума сойти. А как вы думаете, что значит балет для Башкирии? Но прежде всего балет для Башкирии у нас зародился давно. Мы вот открываем 84-й сезон, да. Но прежде всего, мне кажется, что для всего мира башкирский балет связан с именем Рудольфа Нуриева. Неудивительно, что здесь, в Башкирском государственном театре оперы и балета, был создан музей Рудольфа Нуреева. Сюда из Великобритании были доставлены уникальные костюмы артиста, его личные вещи, фотографии. Можно сказать, что знаменитый танцор все-таки в каком-то смысле вернулся домой после своей смерти. Единственный в мире, в России, музей Рудольфа Нуриева. Основную его часть составляет 156 артефактов из жизни Рудольфа Нуриева, зарубежного периода в основном, который мы получили в аккурат в 70 лет, когда бы исполнилось Рудольфу Нуриеву. Каждый экземпляр, каждый артефакт, он таит в себе определенную историю. Это частичка его жизни. Здесь люди вообще умеют ценить историю и уникальные предметы, которые она им подарила. Представьте себе, однажды на этой земле нашли настоящий клад. Причем один из самых дорогих в мире. Ну, здесь у нас представлена самая уникальная коллекция нашего музея. Это филипповские курганы, сарматское золото, которое археологи нашли. И уже на протяжении 30 лет коллекция хранится в нашем музее. Так, а давайте по порядку. Кто такие сарматы? Сарматы, ну, это ираноязычный народ, который кочевал на территории от Байкала до современного Кавказа. То есть это какое-то племя, да? Да, это племенное объединение, в которое входило не менее 26 племен, как известно. И как давно они жили? Сарматы жили в IV веке до нашей эры. По крайней мере, вот это золото, оно датируется именно этой датой. Уже в начале 20 века было известно, что недалеко от деревни Филипповка находится древнее захоронение. 29 могильных курганов так и назвали – филипповскими, но многие годы их никак не удавалось исследовать. Только в 1986 году башкирскими археологами был найден тайник с кладом, равных которому нет в мире. Около 600 предметов из чистого золота. Наиболее ценными с археологической точки зрения считаются вот эти олени. Они, правда, сделаны из дерева, но покрыты толстыми золотыми пластинами. А почему именно олени? Олень вообще сакральное животное у сарматов. Считался добрым животным. И по версии, на рогах оленя душа должна была перенестись в тот мир загробный. С каждым новым найденным предметом мы ближе приближаемся к разгадкам, то есть пытаемся понять вообще сарматов, зачем они это делали, зачем они изображали животных, что это означало. Все это такая тонкая работа, которую люди делали уже в то время. То есть это было кочевники, люди, которые постоянно передвигались, но они еще делали вот такие яркие вещи, уникальные, да, красивые. С точки зрения современности, ну и тогда это были предметы
очень дорогие. Вообще с ума сойти. Насколько тонко это все сделано. Как будто Да. бы это современное ювелирное искусство. Древняя мудрость гласит, каждый башкир должен знать 3 вещи. Свои 7 колен, карту звездного неба и протяжную башкирскую песню. Почему 7 колен? Сейчас все узнаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Оля. Очень приятно. Меня зовут Зуфар. Зуфар, очень приятно. А вы мне можете рассказать, почему для башкир так важно знать свои 7 колен? Это в первую очередь, наверное, для сохранения вот семейных традиций, почитания вот старших. У Зуфара потрясающая профессия. Он составляет шежере. Так называются те самые генеалогические древа башкир, в которых должно быть не меньше 7 поколений. Шежера вот раньше в себя включала не только вот перечень имен, но и самые значимые события, которые происходили в жизни вот этого племени или рода, они записывались. Вот это шежера. То есть можно сказать, что это летопись, Да, летопись можно рода. и так сказать. Ну а как? Ну вот, допустим, я знаю свою прапрабабушку, а дальше не знаю. Как мне найти своего прапрапрадедушку, допустим, и так далее? Ну, для этого, наверное, сперва лучше собрать всю известную информацию, обзвонить всех родственников, все расписать, примерно года жизни хотя бы поставить. И, исходя из этого, надо начинать работу. Например, в нашем архиве вот есть список домохозяев за 1926 года. Вот ваша прабабушка или дедушка вот этом переписи, наверное, должен быть учтен. Давайте вот я вам покажу подборные карточки, так называемые, 1920 года. Каких только старинных документов не было в архиве Зуфара. Причем практически все в оригинале. Каждое шежере – это целые месяцы кропотливой бумажной работы. Ох ты, вот так вот выглядит Да. шежере. Да. Но она в оригинале, конечно, побольше. И вот в этих кружочках вот написаны имена вот по восходящей линии. Как вам кажется, почему это так важно? Ну, который знает свое генеалогическое древо, свое родословие, он же знает все достижения своих предков. Например, в ходе вот этой поисковой работы он, допустим, дошел до 9-го колена и выясняет, что один из предков участвовал в Первой мировой войне, а прапрапрадед уже, получается, участвовал в антинаполеонской кампании вот, против французов. И он имел воинское звание, был награжден 2 медалями, и это уже вызывает гордость. Пусть все 7 колен предков мне неизвестны. В конце концов, я здесь только гость. А гостей в Башкирии не мучают, а почуют знаменитым, сытным, ароматным зурбалеш. Вот это мне точно по плечу. Айда на кухню. Татьяна Николаевна, я готова. Очень рада. Сегодня будем готовить потрясающее башкирское блюдо – это зур-беляш. Беляш. Да. А не баляш? Ну, по-татарски беляш, а по-башкирски беляш. Ох, какие тонкости языка. Да, там немножко такие тонкости, но я их сама не очень-то, конечно, так. А ну и не важно, главное, что вкусно. Вкусно Самое- будет? Очень вкусно. Все? Зур – это большой беляш, большой пирог, Большой который пирог. готовят на всю семью. Ага. Ни одна семья, ни одно событие в нашей Башкирии не обходится без этого праздничного, большого, жирного мясного пирога. Для приготовления теста вам потребуется топленое и сливочное масло, жирная сметана, кефир, соль и мука. Хорошенько все замешиваем. Тесто должно быть тонким и хрустящим, чтобы подчеркивать главное – сытную начинку. Можно использовать 3-4 вида мяса. Конину, баранину, говядину. Можно с курицей, можно с гусем. Это великолепный вкус. А вы что-нибудь приговариваете, когда тесто делаете? Поете, может, что-нибудь? Не знаю, но я все время, когда готовлю тесто, бываю в хорошем настроении. О, мне кажется, вы все время в хорошем настроении. Такая улыбчивая, такая позитивная. Готовим начинку из картофеля, лука и говядины. И здесь важно не забыть фирменный секретный ингредиент Татьяны Николаевны. Добавляю говяжий жир. Угу. Он дает сочность этому блюду, и корочка нижняя будет прям... Вы когда будете пробовать, вы поймете, в чем этот секрет. Теперь собираем наш пирог.
Придаем тесту форму, наполняем приготовленной начинкой и закрываем крышечкой. И теперь мы эти края соединяем. Красивый такой. Что-то мне напоминает. Большой пельмень. Вот и в завершении мы делаем маленькую пипочку. Пипочку? Такой. Пипочку вы сказали? Да. Так, сделали пипочку. И острием И острием. Все, в дырочку. зар-беляш наш готов. Очень веселая процедура, я вам скажу. Продолжая веселиться и пребывать в прекрасном настроении, ставим пирог в духовку, разогретую до температуры 140 градусов, на 2 часа. Да, надолго, но результат того стоит. Разрезаем верхнюю корочку Еще особенная технология Да. по подаче. по подаче. Подается верхняя корка. Ой, у Дальше. меня слюнки потекли, не могу. В семье ложкой раскладывается. Пробуйте. Так, пробую. Правильная, здоровая, простая пища. Корочка какая, попробуйте. Ой, так люблю вот такую простую, понятную пищу, честно сказать, без выкрутасов. Очень хорошо. Татьяна Николаевна, вы просто богиня зуб-беляша. И вот, когда насытый желудок, ваша душа попросит полета, вот тогда наступит время кубыза. Что, снова незнакомое слово? Сейчас все поймете. Вау! 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 Спасибо. Я даже не знала, что на этой штуке можно вот так играть. Конечно, можно. Как это называется? Инструмент называется кубыз. Кубыз. Он у многих народов называется по-разному. У нас он называется кубыз, где-то в Якутии хомус, в Европе называется варган. Я думала, что это такая традиционная история, когда музыка такая, ну, национальная, а здесь это так современно, прям так как-то по-диджейски, так круто. Да, на самом деле я этим и занимаюсь. То, что делаю модную музыку, совмещаю с инструментами. И получается такое шоу. Просто вау! Вау! То есть мне хотелось донести до молодежи, что инструменты тоже могут быть модными, что можно под них и танцевать, и веселиться. И вот с такими целями мы работаем. И Ничего получается себе! что-то такое оригинальное. Ой, мне прям захотелось к тебе на концерт прийти. Потому что на одном кубызе ты сейчас выдал такую классную штуку. Да, можно. Я могу научить. Серьезно? Конечно. Мне показалось, что это невозможно. Почему? Да? Давайте покажу для начала, Да. как это вообще делается. Есть язычок, Ага. который движется. Вот. Для того, чтобы язычок двигался, зубами нужно вот так вот примерно поставить зубы. Ага. Чтобы между зубами язычок мог проходить и получался звук. Вот. Ага. И получается вот такой звук. Чтобы звук менять, нужно резонировать именно ртом, губами. Ага. А за счет акустики рта, получается, мы меняем звуки. То есть, например, разные звуки можно извлекать. Ля-ля-ля, ой-ой-ой, Ага. оля. Разные. И можно изображать разные звуки природы. Например, звуки лошадки. Ух ты! Обалдеть! На самом деле инструмент очень древний. Именно тюркские народы играют на этом инструменте. А именно в Башкортостане первый кубыз был найден в Мечетлинском районе. Это был деревянный кубыз. На нем играли в основном женщины. Они, так как находились дома, Ага. они веселили своих детей. Ну, раз так, мне сам Бог велел научиться играть на кубызе. И надо сказать, у меня даже немножко получилось. Можно ли потанцевать? Сразу, с первого раза. Такой талант вообще.
Уфа – город поистине трудолюбивых людей. Здесь ради искусства часами стоят у станка, а ради знаний о предках месяцами корпят над книгами. Здесь готовят огромные порции, а музицируют даже посреди улицы. Здесь убеждаешься, терпение и труд все перетрут. Это я забираю с собой. Ёшкин кот.